Спасибо. Я хотела предоставить слово представителю Болгарии. Паскаль Петров, руководитель стрелковой секции спортивного клуба «Аргус». Спасибо. Я первый хочу сказать, что извините за русский язык, попробую поговорить по-русски внимательно. Наш клуб, как смотрите, немножко назад, может. Наш клуб, как смотрите, это короткий опыт двуспортовый. Один боевой спорт, талантского бокса, другой спортивный стрелковый клуб. Создан в самом деле начинается когда 2003 года, когда проходился в Болгарии первый динамичный стрелковый спорт. Оттуда до сих пор наш клуб самый большой в Источной Болгарии. Вот смотрите, что нужно в нашей стране приобрести оружие для самообороны. У нас поворот для гражданской обороны, разрешение короткоствольное оружие представителя ОВР, длинноствольное боеприцельное и нарезное оружие. Травматическое оружие тоже разрешено, но болгарский закон имеет разницу по смыслу закона между травматическим оружием и огнестрельным, и поэтому в нашей стране травматическое оружие нет. Уходит на самые лицензии. Гражданское обороны без лицензии, пневматическое, газсигнальное оружие. Они только на регистрации нужно в полиции, но приобрести их нужно больше 18 лет. Вот. Это статистика, которая тяжело. Последняя официальная статистика сделана в 2005 году. Сегодня это числа выше, чем туда, но, к сожалению, у нас официальная статистика последние 2-3 года назад нет. В Болгарии разделение лицензий для самообороны только для скрытого ношения. У нас скрытого ношения огнестрельного оружия запрещено, с исключением для полиции, армии или служителей частной охранительной фирмы, которые в униформе. Для охоты гладкоствольное, нарезное оружие, коллекционерское, если вы хотите собирать оружие, может там под специального режима, и для культурных целей, кино, телевизионные продукты, театральные спектакли. Там это на специальная лицензия, оружие приобрести, там специально говорят, что не могут стрелять с боевых боеприпасов, только специально, которые нужны для кино и телевизионных продукций. Это мало разница. А у нас образцы огнестрельного оружия раньше, чем в 1090 году, это на свободном режиме продажи и приобретения. Лицензию, смотрите, все пишут, каждого владельца у нас должен обеспечить возможность доступа к огнестрельному оружию третьего лица, то есть не меньше иметь сейф. Наша структура МВД есть такая специальная служба по контролю опасных средств, которая занимается только сейфами. Сдают лицензию оружия, контроль оружия, охотнические, гражданские, взрывные материалы, торговля и все. Регламентировано приобретение оружия для самообороны из акт оружия, боеприпасов, взрывчатки и технических от 2010 года, это новый закон у нас. И, конечно, уголовный кодекс Болгарии. Болгария может использовать оружие для самообороны только в двух положениях. Первое, когда защищаете прямо свою жизнь, а второе положение, когда защищаете свою жизнь третьих лиц, и нет другого способа защитить их. Ну, конечно, самооборона не будет превышать пределы нападения. Если превышает, если там кто-то рукопашный бой пойдет вас, а вы используете огнестрельное оружие, попадаете оттуда в уголовный кодекс Республики Болгария. К сожалению, сообразение с Евродирективой, как Болгария член Евросоюза, запрещено показания боеприпасов, исключением только оболочных. Это каждый эксплозивные боеприпасы в Болгарии для самообороны запрещено. У нас закон регламентирует, что эксплозивный боеприпас – это каждого боеприпаса, который конструктивно заложен при попадании в цель, увеличить своих размеров. Для охоты, для спорта эксплозивный боеприпас
не запрещам толкова да съм на балон. У нас в спортивния клуб не имеем право вземать отношение к владельцам оружия для самообороны. На наши цели сделать маленькие турниры, семинары, только убедить людей, что огнестрельное оружие это не опасно. Это только инструмент. Опасный человек, который даже опасно ему незнание провести к этому. Спасибо за внимание.